Спецоперация ЕГЭ начинается. Сегодня в Северной Осетии прошла генеральная репетиция единого государственного экзамена. Более 5000 выпускников прошли тестирование по русскому языку. Всего на территории республики работало 30 пунктов проведения экзамена. Оценки, полученные на пробном ЕГЭ, при поступлении не учитываются. Во всем остальном испытания вполне серьезные. Сейчас у всех наших выпускников есть возможность попробовать себя в сдаче экзамена по русскому языку, а также по предметам по выбору. Все условия для этого созданы. Наш вновь функционирующий Республиканский центр оценки качества имеет план мероприятий, план-график по проведению оценочных процедур во всех образовательных учреждениях нашей республики. Чужие классы неродной школы, незнакомые учителя. Непривычная легкость в карманах от отсутствия шпаргалок и мобильных телефонов. И для каждого свежий экзаменационный комплект. Здесь уникальные идентификаторы, секретные фигурки, еле заметные на экзаменационных материалах и штрих-код на каждом конверте. И, конечно, видеонаблюдение. Камеры установили в каждой аудитории. Нарушители будут удалять, а пересдать ЕГЭ они смогут только через год. Меры жесткие, но вынужденные. Я считаю, что работа, видеонаблюдения сыграла свою положительную роль, потому что тот учащийся, который добросовестно в течение энного числа ряда лет учился и получал стабильные знания, он должен найти свое определенное место в жизни. А тот, который нет, он должен получить то, что он получит. Бланки регистрации заполнены. Теперь надежда только на себя. Впереди 3,5 часа, чтобы ответить на десятки вопросов. Сегодняшний тренировочный день – это возможность окончательно испытать на себе технологию сдачи ЕГЭ. Свои баллы выпускники узнают примерно через неделю. И хотя за пробный ЕГЭ оценок ставить не будут, некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Все серьезно очень подходят к этому процессу, потому что шпаргалок не будет, никто помочь не сможет. И мы стараемся сами готовиться, чтобы сдать как можно лучше. Обстановка очень похожа на основной экзамен, и нас как-то подготавливают, и мы уже знаем, чего ждать от экзамена. На работу над ошибками времени остается совсем немного. Досрочная волна сдачи единого государственного экзамена стартует 23 марта. Основной этап запланирован на 25 мая. Земфира Лулаева, Яна Гагиева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.